В архивах Министерства внутренних дел Киргизской ССР в подвале здания на улице Фрунзе хранилось дело номер 8421, касая 89. Обычная серая папка с грифом «Для служебного пользования», которую никто не открывал 35 лет. Когда в 2021 году группа независимых журналистов получила доступ к этим материалам, они обнаружили нечто шокирующее. В деле не хватало 17 страниц. Именно тех страниц, где были зафиксированы показания дежурного сержанта районного отдела внутренних дел за ночь с 23 на 24 августа 1989 года. Страницы были вырезаны аккуратно, профессионально, скальпелем или бритвой. Кто-то очень не хотел, чтобы мир узнал, что именно происходило в коридорах милиции в ту ночь, когда молодая женщина кричала «Апа, Миникуткар! Мама, спаси меня!» И никто не пришел. Эти 17 страниц могли бы ответить на главный вопрос. Кто дежурил в ту ночь? Кто открыл дверь камеры? И почему следователь Токтагул Асанович Мамбетов именно в 2 часа ночи вышел покурить и отсутствовал ровно 40 минут? Время которого хватило, чтобы превратить изолятор временного содержания в место преступления. Эта история началась не в ту августовскую ночь. Она началась 3 месяцами раньше, когда 23-летняя Айгуль Токтасунова, выпускница филологического факультета Киргизского государственного университета, впервые встретила человека, который изменит и оборвет ее жизнь. Его звали Эрмек Садыков, 38 лет, заместитель начальника районного отдела народного образования. Человек с связями, с машиной «Волга» черного цвета, с золотыми часами «Полет» на запястье и с женой, о которой Айгуль узнает только через 2 месяца. Они познакомились на празднике, посвященном Дню учителя, в районном доме культуры. Эрмек подошел к ней с бокалом шампанского и сказал фразу, которую она запомнит навсегда. «Девушка с такими глазами не должна работать в сельской школе». Через неделю он устроил ее на работу в городскую школу номер 12, престижную, где учились дети партийных работников. Еще через месяц она переехала из общежития в отдельную комнату в коммунальной квартире на улице Советской. Комнату, которую помог найти все тот же Эрмек Садыков. Айгуль была благодарна. Она не понимала, что каждый его подарок — это звено цепи, которое скоро сомкнется на ее шее. Мать Айгуль, Бурул Токтасунова, швея на текстильной фабрике имени 8 марта, зарабатывала 120 рублей в месяц. Это была средняя зарплата в Киргизской ССР в 1989 году. На эти деньги она растила 3 детей после смерти мужа. Айгуль была старшей, она мечтала помогать семье, присылать деньги младшим братьям. Когда Эрмек Садыков подарил ей золотые серьги с бирюзой, она не знала, что эти серьги стоят 350 рублей, почти 3 месячные зарплаты ее матери. Когда он повез ее в ресторан «Алатоо», где ужин на двоих обошелся в 70 рублей, она не понимала, что это больше, чем ее мать тратит на еду для всей семьи за 2 недели. Эрмек Садыков жил в другом мире, в мире номенклатуры, где связи значили больше денег, а деньги появлялись из источников, о которых не принято было говорить вслух. Он был женат 15 лет, у него было 2 детей. Но об этом Айгуль узнала только в июне, когда его жена, Гульнара Садыкова, учительница математики в той же школе номер 12, подошла к ней в учительской и тихо, почти шепотом произнесла: «Держись от моего мужа подальше, девочка, или пожалеешь». Это была не угроза, это было предупреждение. Но Айгуль не послушала. Июль 1989 года выдался жарким. Температура в Бишкеке поднималась до 38 градусов. Асфальт плавился. Люди спали на балконах и во дворах. Именно в июле Айгуль сказала Эрмеку, что беременна. Она ждала, что он обрадуется, что он разведется с женой, что они начнут новую жизнь. Вместо этого он молчал 3 дня, а на 4-й день приехал к ней с конвертом, в котором лежали 500 рублей. Огромная сумма, почти 4 месячные зарплаты ее матери. «Это на решение проблемы», — сказал он. Айгуль выбросила конверт ему в лицо. Деньги разлетелись по комнате. Красные десятки и коричневые 25-рублёвки легли на пол, как осенние листья. «Я рожу этого ребенка, сказала она. «Тогда ты пожалеешь», — ответил он и ушел.
Это была их последняя спокойная встреча. Дальше началось то, что в милицейских протоколах потом назовут конфликтом на личной почве, а свидетели будут называть травлей. Через неделю Айгуль вызвали к директору школы. Разговор был коротким. «Вы нарушили моральный кодекс советского учителя. Напишите заявление по собственному желанию». Она отказалась. Тогда начались проверки. Комиссия из района пришла на ее урок и нашла грубые методические ошибки. Родительский комитет написал коллективную жалобу на неподобающее поведение молодого педагога. Соседи по коммунальной квартире вдруг начали жаловаться на шум, хотя Айгуль почти не выходила из комнаты. Кто-то написал анонимку в домоуправление. Тактасунова ведет аморальный образ жизни, принимает мужчин. Участковый инспектор Сапаров, Болот Кинжебаевич, дважды приходил побеседовать. Формально о прописке, на самом деле, чтобы запугать. Айгуль звонила матери и плакала в трубку. «Апа, меня мне колышат». «Мама, что они со мной делают?» Бурул Тактасунова приехала в Бишкек, пошла к Армеку Садыкову на работу, встала перед его кабинетом на колени. Свидетели это видели и потом рассказывали. Он вышел, посмотрел на нее и сказал: «Ваша дочь сама виновата. Пусть уезжает из города». И вернулся в кабинет. Август принес новый виток кошмара. Айгуль потеряла работу. Ее уволили по сокращению штата, хотя на ее место через неделю приняли другую учительницу. Она потеряла комнату. Хозяйка квартиры, пожилая русская женщина, Вера Петровна Соколова, вдруг заявила, что комната нужна племяннице. Позже выяснится, что Вере Петровне помогли с получением отдельной однокомнатной квартиры. Редкость в те годы, когда люди десятилетиями стояли в очереди на жилье. Кто помог? В документах Бюро по распределению жилья стоит виза заместителя председателя райисполкома Токтагула Джумабаева, однокашника и кума Эрмека Садыкова. Айгуль вернулась в общежитие, в комнату на 6, где пахло капустой и дешевым мылом. Она была на 4-м месяце беременности, живот уже было не скрыть. Соседки по комнате шептались за ее спиной. Однажды утром она проснулась и обнаружила, что ее вещи кто-то облил чернилами. Синие пятна на белой блузке, на юбке, на единственном хорошем платье. Она не плакала. Она пошла в милицию писать заявление. 22 августа 1989 года, в среду, в 11 часов утра, Айгуль Тактасунова пришла в районный отдел внутренних дел Первомайского района города Фрунзе. Здание типовое, 3-этажное, серое, с зелеными стенами внутри и запахом хлорки. Она поднялась на 2-й этаж, в кабинет номер 23, где принимал следователь Токтагул Асанович Мамбетов, 42 лет, в звании майора милиции, ветеран афганской войны, кавалер Ордена Красной Звезды. Человек с репутацией справедливого, которого уважали в районе. Айгуль написала заявление на 4 страницах. О домогательствах, о травле, о том, что боится за свою жизнь и жизнь будущего ребенка. Мамбетов читал долго, потом поднял глаза и спросил: «Вы понимаете, на кого пишете? Садыков — человек непростой. У него связи до обкома партии». Айгуль кивнула. «Понимаю, но я больше не могу». Мамбетов вздохнул, поставил штамп «Принято к рассмотрению» и сказал фразу, которую она запомнит на всю оставшуюся жизнь. А это будет всего 36 часов. «Идите домой, мы вас вызовем. И никому не говорите, что были здесь. Для вашей же безопасности». Она ушла. А через 3 часа в 14:00 в кабинет Мамбетова позвонил телефон. Звонил заместитель начальника РОВД подполковник Асанов Талант Мукашевич. Разговор был коротким. Свидетелей не было, но секретарша Мамбетова, Роза Касымовна Алиева, слышала через дверь повышенный голос. «Токтагул, ты что, совсем? Знаешь, чей это человек?» После этого звонка Мамбетов вышел из кабинета бледный, закурил прямо в коридоре, хотя курил он редко, и сказал Розе Касымовне: «Если кто спросит про заявление Тактасуновой, мы его не регистрировали. Поняла?» Роза Касымовна кивнула. Она работала в милиции 20 лет и понимала, когда лучше не задавать вопросов. Заявление Айгуль исчезло из журнала регистрации. Формально его никогда не существовало. Но сама Айгуль существовала, и это была проблема.
Вечером того же дня, 22 августа, в 18:30, когда Айгуль возвращалась в общежитие, ее остановили двое мужчин в гражданском. Они не представились, не показали удостоверений, просто взяли под руки и повели к милицейской машине УАЗик без номеров. «Куда вы меня ведете? За что?» — кричала она. Люди на улице останавливались, смотрели, но никто не вмешивался. В Советском Союзе 1989 года, даже в год перестройки и гласности, люди знали: если милиция забирает, значит, есть причина, и лучше не лезть. Айгуль привезли в РОВД, провели через черный ход, спустили в подвал, в изолятор временного содержания. Протокол задержания составили задним числом. Задержано за мелкое хулиганство, нецензурная брань в общественном месте. Подпись дежурного — сержант Кубанычбек Асенович Тактамаматов, 26 лет, в милиции 2-й год. Сын Чабана из Нарынской области, человек, который мечтал о карьере и боялся начальства больше, чем Бога. Именно он откроет дверь камеры через 7 часов. Но пока он просто записал в журнал. Тактасунова А.Т. Год рождения 1966. Помещена в камеру номер 3, одиночную, в 21 час 00 минут. Камера номер 3 в подвале РОВД Первомайского района была размером 2 метра на 3. Бетонные стены, выкрашенные зеленой масляной краской, железная койка, прикрученная к полу, параша в углу, лампочка под потолком за решеткой. Одно маленькое окошко под самым потолком, зарешоченное, выходило в колодец между зданиями. Оттуда не было видно ни неба, ни улицы, только серый бетон. В камере было душно, пахло мочой и хлоркой. Айгуль сидела на койке и плакала. Она не понимала, что происходит. Она не понимала, за что ее держат. Она просила позвонить матери. Ей отказали. Она просила вызвать врача. Она беременна, у нее болит живот. Ей сказали: «Утром вызовем». В 23 часа свет погасили. Она осталась в темноте. Единственный звук — капающая где-то вода и шаги дежурного в коридоре. Сержант Тактамаматов ходил по коридору каждые 30 минут, по инструкции. В 23:30 он проходил мимо камеры номер 3, светил фонариком в глазок. Айгуль лежала на койке, свернувшись калачиком. В полночь он проходил снова. Она не спала, сидела, обхватив колени руками. В 0:30 он проходил в 3-й раз. Она стояла у двери и тихо плакала. Он не остановился. Он боялся нарушить инструкцию. А в час ночи в дежурную часть пришел человек, которого Тактамаматов никогда раньше не видел. Мужчина был одет в темный костюм, белую рубашку без галстука, на руке золотые часы. Лицо обычное, запоминающееся только тем, что ничем не запоминалось. Возраст — около 40. Он не представился, просто положил на стол дежурного пропуск. Пропуск был красного цвета, с гербом СССР и грифом МВД, Киргизской ССР. Особый отдел. Такие пропуска Тактамаматов видел только один раз, когда в РОВД приезжала проверка из республиканского управления. «Мне нужно поговорить с задержанной Тактасуновой», — сказал мужчина. Голос спокойный, без угрозы, но и без просьбы. Это был приказ. Тактамаматов растерялся. «Товарищ, мне нужно доложить следователю Мамбетову». Мужчина усмехнулся. «Мамбетов в курсе. Открывай». Тактамаматов взял ключи. Руки дрожали. Он открыл камеру номер 3. Мужчина вошел внутрь. «Закрой дверь», — сказал он. Тактамаматов закрыл. И в этот момент, стоя в коридоре, он услышал голос Айгуль. «Вы кто? Что вам нужно?» А потом крик. Короткий, испуганный. Тактамаматов дернулся к двери, но в этот момент из кабинета дежурной части вышел следователь Мамбетов. «Тактамаматов, иди сюда», — позвал он. Сержант пошел. Мамбетов закрыл дверь кабинета и сказал: «Слушай меня внимательно. Сейчас ты выйдешь на улицу, покуришь. Минут 40. Понял?» Тактамаматов не понял. «Товарищ майор, но я дежурный, я не могу». Мамбетов перебил. «Ты можешь, и ты выйдешь. Потому что если ты останешься здесь, ты увидишь то, чего не должен видеть. И тогда проблемы будут у тебя, у твоей семьи, у твоей матери в Нарыне. Ты понял?» Тактамаматов кивнул. Он понял.
Он взял сигареты и вышел на улицу. Было 2 часа ночи 23 августа 1989 года. Что происходило в камере номер 3 в течение следующих 40 минут, точно не знает никто. Официальная версия, которая появится в протоколе через 3 дня. Задержанная Токтасунова А.Т. совершила суицид, повесившись на простыне. Неофициальная версия, которую шепотом передавали сотрудники РОВД. Ее убили, а потом инсценировали самоубийство. Третья версия, которую озвучит судмедэксперт Кадыров Нурлан Абдыкалыкович в своем заключении. Смерть наступила в результате механической асфиксии, однако характер странгуляционной борозды не соответствует повешению. На теле обнаружены множественные кровоподтёки, ссадины, следы насильственных действий. Но это заключение появится только через неделю. А пока в 2 часа 40 минут ночи, когда сержант Токтамаматов вернулся с улицы, дверь камеры номер 3 была открыта. Внутри никого не было, кроме Айгуль. Она лежала на полу, лицом вниз, в луже крови. Простыня, которая якобы повесилась, валялась рядом. Токтамаматов закричал. Прибежал Мамбетов, посмотрел и сказал только одно слово — «Скорую». Врачи приехали через 20 минут. Айгуль была еще жива. Пульс слабый, дыхание поверхностное, но жива. Ее увезли в реанимацию городской больницы номер 1. Она умерла через 4 часа, не приходя в сознание. Официальная причина смерти — острая кровопотеря, травматический шок. В графе «Обстоятельства получения травм» врач написал: со слов сопровождающих, суицидальная попытка. Врач не задавал вопросов. В Советском Союзе врачи не задавали вопросов милиции. Утром 23 августа в квартиру Бурул Токтасуновой в селе Карабалта постучали 2 милиционеров. Они сняли фуражки и сказали: «Ваша дочь умерла, самоубийство. Приезжайте забирать тело». Бурул не плакала. Она оделась, взяла деньги, которые копила на зиму, и поехала в Фрунзе. В морге ей показали тело. Лицо Айгуль было избито до неузнаваемости. Синяки на шее, на руках, на бедрах. Живот, она была на 4-м месяце, с огромной гематомой. Бурул посмотрела на дежурного врача и спросила: «Это самоубийство?» Врач отвел глаза. Так написано в документах. Бурул попросила показать документы. Ей отказали. Это служебная информация. Она пошла в милицию к следователю Мамбетову. Его не было на месте. Уехал в командировку. Она пошла к начальнику РОВД. Ее не пропустили дальше вахты. «Запишитесь на прием. Она записалась. Прием назначили через 2 недели. Бурул поняла, ей не дадут узнать правду. Она забрала тело дочери и увезла хранить в родное село. Похороны прошли тихо, без лишних слов. Односельчане приходили, молчали, уходили. Все понимали, если милиция замешана, лучше не высовываться. Только одна старая женщина, Бюбюсар Айже, 90 лет, подошла к Бурул после похорон и сказала: «Кызым, бұл өлім таза емес. Бирок сен жалғыз күреш албайсың. Кудай көріп тұрады. Дочка, эта смерть нечистая. Но ты одна не справишься. Бог видит». Бурул кивнула. Она знала, что старуха права. Прошел месяц. Дело о смерти Айгуль Токтасуновой закрыли. Официальное заключение. Суицид на почве личных проблем. Состояло на учете у психиатра. Последнее было ложью. Айгуль никогда не обращалась к психиатру. Но в ее медицинской карте, которую подняли из архива поликлиники, вдруг появилась запись от июля 1989 года. Обратилась с жалобами на депрессию, тревожность, рекомендовано наблюдение. Запись сделана задним числом. Почерк не совпадал с почерком участкового терапевта, а дата приема приходилась на день, когда поликлиника была закрыта на санитарный день. Но кто будет это проверять? Дело закрыто, труп похоронен, свидетелей нет. Сержант Токтамаматов через месяц после смерти Айгуль уволился из милиции по собственному желанию и уехал в Нарым, к матери. Следователь Мамбетов получил повышение, его перевели в прокуратуру области на должность старшего следователя. Заместитель начальника РОВД Асанов Талант Мукашевич через полгода вышел на пенсию с формулировкой
по выслуге лет и переехал в Москву, где устроился на работу в частное охранное предприятие. Эрмек Садыков продолжал работать в районе, растил детей, ездил на Чёрной Волге. Никто его ни о чем не спрашивал. Жизнь шла дальше. Только Бурул Тактасунова не могла жить дальше. Она ходила по инстанциям, в прокуратуру, в обком партии, в редакции газет. Везде ей говорили одно: дело закрыто, новых обстоятельств нет. Она написала письмо в Москву, в Верховный Совет СССР. Письмо вернулось с резолюцией: направить по подведомственности в МВД Киргизской ССР, то есть туда, откуда все началось. Прошло 5 лет. Развалился Советский Союз. Киргизия стала независимой республикой. Сменилась власть, сменились названия улиц и площадей. Бурул Тактасунова постарела на 20 лет. Она уже не ходила по кабинетам, не было сил. Она просто жила и ждала. Ждала, что кто-то из тех людей — Мамбетов, Асанов, Тактамаматов, Садыков — однажды заговорит. Что совесть не выдержит, что правда всплывет. Но правда молчала. В 1997 году Бурул умерла от рака. Перед смертью она позвала к себе младшего сына, Бакыта, и сказала: «Обещай мне, что ты не забудешь сестру. Обещай, что ты будешь искать правду». Бакыт обещал. Он сдержал слово. 24 года он собирал информацию по крупицам. Находил бывших сотрудников РОВД, которые соглашались говорить анонимно, поднимал архивы, искал документы. В 2021 году он вышел на журналистов независимого расследовательского проекта. Они подняли дело номер 8421, касая 89. И обнаружили те самые вырезанные 17 страниц. Это был прорыв, потому что отсутствие страниц — это тоже улика. Кто-то очень боялся, что эти страницы прочитает. Значит, там было что-то важное. Что именно? В 2022 году, спустя 33 года после смерти Айгуль, произошло событие, которое изменило все. Умер Тактагул Асанович Мамбетов, бывший следователь, а потом прокурор, вышедший на пенсию в чине полковника юстиции. Умер от инфаркта в возрасте 75 лет. После его смерти вдова, разбирая бумаги, нашла в домашнем сейфе толстую папку с надписью «Личное». Внутри были документы, которых не должно было существовать. Копия заявления Айгуль Тактасуновой от 22 августа 1989 года. Копия протокола осмотра камеры номер 3. Копия первоначального заключения судмедэксперта, того, которое потом переписали. И письмо. Письмо, написанное рукой Мамбетова, датированное 1991 годом, адресованное тому, кто будет читать после моей смерти. В письме он написал: «Я не убивал Айгуль Тактасунову, но я знаю, кто убил. И я молчал 33 года, потому что боялся за свою семью. Теперь, когда я умру, пусть правда выйдет наружу. Я устал нести этот груз». Вдова Мамбетова передала папку журналистам. Журналисты опубликовали материалы. Разразился скандал. Генеральная прокуратура Киргизской республики объявила о возобновлении расследования. Но прошло 2 года. Расследование не продвинулось. Почему? Потому что все ключевые фигуры либо умерли, либо исчезли, либо отказываются говорить. Эрмек Садыков умер в 2005 году. Асанов Талант Мукашевич пропал без вести в 2010-м, уехал в Россию и не вернулся. Тактамаматов Кубанычбек жив, живет в Нарыне, но на все вопросы отвечает одно: «Я ничего не помню. Я был молодой, я выполнял приказы». А тот человек в темном костюме, который вошел в камеру в 2 часа ночи, его так и не нашли. Его имени нет ни в одном документе. Красный пропуск МВД, который он показал Тактамаматову. Таких пропусков в те годы выдавали всего 20 штук, только сотрудникам особого отдела, который занимался внутренними расследованиями и особыми поручениями. Список этих 20 человек засекречен до сих пор. Сегодня, спустя 35 лет после той ночи, вопросы остаются. Кто дал приказ убрать Айгуль Тактасунову? Кто был тот человек в камере? Почему следователь Мамбетов, человек с репутацией справедливого, согласился покрыть убийство? Что ему пообещали или чем ему угрожали? И главное, сколько еще таких дел лежит в архивах МВД,
с вырезанными страницами, с переписанными заключениями, с молчаливыми свидетелями. В Киргизии 90-х годов, по данным правозащитных организаций, пропали без вести или погибли при невыясненных обстоятельствах более 300 женщин. Официально большинство этих дел закрыты как суициды или несчастные случаи. Сколько из них на самом деле были убийствами? Сколько из них были неудобными для кого-то из властимущих? Мы не знаем. Но мы знаем одно. Система, которая позволила убить беременную 23-летнюю учительницу в камере милиции и выдать это за самоубийство, эта система не умерла вместе с Советским Союзом. Она трансформировалась, приспособилась, но осталась. И пока мы не назовем имена, пока не вскроем архивы, пока не заставим говорить тех, кто молчит, эта система будет убивать снова и снова. Мать Айгуль, Бурул Тактасунова, перед смертью сказала младшему сыну: «Я не хочу мести. Я хочу, чтобы люди знали правду. Чтобы другие матери не теряли дочерей так, как я потеряла». Бакыт Тактасунов, младший брат Айгуль, сегодня продолжает бороться за правду. Он создал общественный фонд «Справедливость для Айгуль», который помогает семьям жертв насилия со стороны правоохранительных органов. За 12 лет работы фонд помог возобновить расследование по 47 делам. В 11 случаях удалось добиться пересмотра приговоров и наказания виновных. Это капля в море, но это начало. Потому что каждая история, рассказанная вслух, каждое имя, названное публично, каждый документ, поднятый из архива, — это удар по системе безнаказанности. Это шаг к тому, чтобы слова «милиция» и «защита» снова стали синонимами, а не антонимами. Вы все еще думаете, что история Айгуль Тактасунова — это история про прошлое? Что это было давно, в другой стране, при другой власти? Тогда ответьте на вопрос, почему дело до сих пор не раскрыто? Почему архивы МВД до сих пор засекречены? Почему ни один из участников той ночи не понес наказание? И почему, когда журналисты в 2022 году попытались получить доступ к полному делу Айгуль Тактасуновой, им ответили: дело утрачено при реорганизации архива. Утрачено. Как удобно. Как будто вместе с делом можно стереть память, стереть вину, стереть кровь с пола камеры номер 3. Представьте себе человека, который 20 лет хранит тайну. Тайну настолько страшную, что она разъедает его изнутри, как кислота. Он просыпается по ночам в холодном поту, видит одно и то же лицо. Лицо молодой женщины, которая кричала «Апа, Миникуткар», и которую он не спас. Этот человек — бывший сержант милиции Кубанычбек Эсенович Тактамаматов. Тот самый дежурный, который вышел покурить в 2 часа ночи 23 августа 1989 года. После публикации документов Мамбетова в 2022 году журналисты нашли Тактамаматова в Нарыне. Он жил один, в маленьком доме на окраине города. Работал сторожем на овощной базе. Первые 3 месяца он отказывался разговаривать, захлопывал дверь, угрожал вызвать милицию. Но в марте 2023 года он сам позвонил в редакцию и сказал: «Приезжайте, я готов говорить. Мне осталось недолго, рак легких, 4-я стадия. Хочу умереть с чистой совестью». Журналисты приехали с камерой. То, что рассказал Тактамаматов, перевернуло все представления о той ночи. Он сказал: «Я знал, что в камере будут убивать. Мамбетов мне прямо сказал: если останешься, увидишь то, чего не должен видеть». Я понял. Я мог отказаться, мог поднять шум, мог вызвать наряд. Но я испугался. Мне было 26 лет. Я только женился, жена была беременна. Мне пообещали квартиру в Бишкеке, если я промолчу. Я промолчал. Квартиру мне так и не дали. Зато совесть отняли навсегда. Тактамаматов плакал перед камерой. Старик 59 лет, с желтым лицом и дрожащими руками. Он умер через 2 месяца после этого интервью. Но перед смертью он назвал имя. Имя человека, который вошел в камеру номер 3. Тактамаматов сказал: «Его звали Болот. Фамилию я не знал, но лицо запомнил. Он приходил в РОВД еще дважды до той ночи, в июле и в начале августа. Приходил к Асанову, заместителю начальника. Они закрывались в кабинете, разговаривали долго.
После этих разговоров Асанов выходил мрачный, курил одну сигарету за другой. Я спросил у старших ребят, кто этот Болот. Мне сказали: не лезь, это из особого отдела. Такие люди приезжают, когда нужно решить проблему, которую обычными методами не решить. Понимаешь? Решить проблему — это значит убрать человека так, чтобы никто не догадался. Журналисты начали искать этого Болота. Они подняли архивы особого отдела МВД Киргизской ССР за период с 1987 по 1991 год. В списке сотрудников особого отдела было 23 человека с именем Болот. Из них к августу 1989 года в живых оставалось только 7. 4 согласились на разговор и категорически отрицали свою причастность. 2 отказались общаться, а 1 — Болот Касымович Жумабаев, 68 лет, бывший майор особого отдела, вышедший на пенсию в 1996 году, исчез. Его последний известный адрес — город Алматы, Казахстан. Соседи говорят, что он уехал к родственникам в Россию в 2023 году, сразу после публикации интервью Тохтамаматова. Совпадение? Или бегство человека, который понял, что его вот-вот найдут? Но даже если найти Болота Жумабаева и заставить его говорить, это не ответит на главный вопрос. Кто дал приказ? Кто был заказчиком убийства Айгуль Тактасуновой? Эрмек Садыков? Любовник, от которого она была беременна? Возможно. Но у Садыкова не было таких связей, чтобы привести в движение машину особого отдела МВД. Особый отдел не занимался бытовыми убийствами. Это была структура, которая работала на высшее руководство республики, решала политические задачи, убирала неугодных. Чтобы запустить эту машину, нужен был человек с реальной властью. Кто-то из обкома партии, кто-то из республиканского МВД или кто-то еще выше. В архивах Мамбетова, которые передала его вдова, есть один любопытный документ. Служебная записка от 20... Кто в МВД Киргизской ССР в августе 1989 года имел власть отдать такой приказ? Министром внутренних дел Киргизской ССР в 1989 году был генерал-лейтенант Молдокул Канакбаевич Канакбаев, 62 лет, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер 3 орденов Ленина, член Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии. Человек с безупречной репутацией, железный министр, который 20 лет держал в руках всю правоохранительную систему республики. Мог ли он отдать приказ убить беременную учительницу? Прямых доказательств нет, но есть косвенные. В личном архиве Канакбаева, который после его смерти в 2007 году был передан в Центральный государственный архив Киргизской республики, обнаружилась переписка с первым секретарем обкома партии из Сыкульской области, Абсаматом Масалеевичем Масалеевым. В письме от июля 1989 года Масалеев пишет Канакбаеву: «Товарищ министр, прошу вашего содействия в решении деликатного вопроса. Речь идет о репутации одного из наших перспективных кадров, которому угрожает скандал личного характера. Детали сообщу при личной встрече». Ответ Канакбаева: «Вопрос понял, будет решен в рабочем порядке». Дата ответа — 20 августа 1989 года. За 2 дня до того, как Айгуль Тактасунова пришла писать заявление в милицию. Совпадение? Или Масалеев заранее знал, что Айгуль пойдет в милицию, и заранее договорился о ее нейтрализации? А если знал заранее, значит, кто-то ему сообщил. Кто? Эрмек Садыков? Но откуда у заместителя начальника района такие связи с первым секретарем обкома? Ответ нашелся в самом неожиданном месте — в архиве ЗАГСа из Сыкульской области. Эрмек Садыков был женат на Гульнаре Масалеевой, родной племяннице первого секретаря обкома Абсамата Масалеева. Это меняет все. Когда Айгуль забеременела и отказалась делать аборт, когда она пригрозила пойти в милицию и рассказать обо всем, Эрмек Садыков понял — скандал разрушит не только его карьеру, но и репутацию всей семьи Масалеевых. А Масалеевы были одним из самых влиятельных кланов Киргизии тех лет. Абсамат Масалеев в 1985 году был кандидатом в политбюро ЦКК ПЦС. Его сын работал в аппарате ЦК Компартии Киргизии. Его брат возглавлял крупнейший колхоз республики. Для таких людей скандал с беременной любовницей племянника
был не просто неприятностью. Это была угроза всей системе связей, всей пирамиде власти. Поэтому Масалеев позвонил Канакбаеву. Канакбаев позвонил начальнику особого отдела. Начальник особого отдела отправил болото Жумабаева. А дальше камера номер 3, 40 минут, и проблема решена. Так работала система. Один звонок наверх, и человека не стало. Но почему Айгуль должна была умереть? Почему нельзя было просто запугать ее, заставить замолчать, отправить куда-нибудь подальше от Фрунзе? Ответ кроется в характере самой Айгуль. Все, кто ее знал, однокурсники, коллеги, соседи, говорят одно — она была упрямой. Когда она во что-то верила, ее невозможно было переубедить. Она верила в справедливость. Она верила, что закон защитит ее. Она не понимала, что в Советском Союзе 1989 года, даже в год перестройки и гласности, закон работал только для тех, у кого были связи. А у нее связей не было. У нее была только правда. И правда ее убила. Потому что люди, которые приняли решение о ее судьбе, понимали: такую женщину не запугаешь. Она будет ходить по инстанциям, писать письма, стучаться во все двери. Рано или поздно она найдет того, кто ее услышит. А это значит скандал, расследование, суд. Проще убрать ее сразу. Тихо, быстро, без свидетелей. И списать на самоубийство. Благо беременная, брошенная, депрессия — все сходится. Кто будет проверять? Мать — простая швея из провинции, без связей, без денег. Она покричит, поплачет и успокоится. Так они думали. Они ошиблись. Бурул Тактасунова не успокоилась. Она боролась до последнего вздоха и передала эту борьбу сыну. А сын передал журналистам. И теперь вся страна знает имя Айгуль Тактасуновой. Есть еще одна деталь, которая всплыла только в 2023 году, когда бывший врач реанимации городской больницы номер 1 Нургуль Асановна Джумабаева согласилась дать показания. Она работала в ту ночь, когда привезли Айгуль. Она была в бригаде, которая пыталась ее спасти. И она видела то, о чем молчала 34 года. Джумабаева рассказала: «Когда мы начали осматривать пациентку, я сразу поняла — это не самоубийство. У нее были множественные травмы, несовместимые с падением или повешением. Переломы ребер, разрыв селезенки, гематома на печени — это следы избиения. Причем избиения жестокого, методичного. Кто-то бил ее долго и целенаправленно. Я сказала об этом заведующему реанимацией. Он посмотрел на меня и ответил: «Нургуль, у тебя 2 детей. Хочешь, чтобы они росли с матерью? Тогда забудь, что ты видела». Я испугалась, я промолчала, но я не забыла. Каждый раз, когда я вижу по телевизору, как милиция рапортует о раскрытых преступлениях, я вспоминаю ту девочку. Ей было 23 года. Она была беременна. Ее убили в камере милиции. И все молчали. Я тоже молчала. Простите меня. Джумабаева плакала, давая эти показания. Ей сейчас 68 лет. Она на пенсии, живет в Бишкеке с дочерью. Она сказала: «Я решила говорить, потому что поняла, если не я, то кто? Все участники той ночи либо умерли, либо сбежали. Я одна из последних, кто видел Айгуль живой. Я должна рассказать правду. Пусть поздно, но должна». Показания Джумабаевой подтвердили то, что многие подозревали, но не могли доказать. Айгуль Тактасунову пытали перед смертью. Зачем? Что от нее хотели узнать? Или это была не пытка, а наказание? Месть за то, что посмела пойти против системы. Судмедэксперт Кадыров, который делал первоначальное вскрытие, в своих записях отметил: характер травм указывает на то, что пострадавшая подвергалась физическому воздействию в течение продолжительного времени, не менее 30-40 минут. 40 минут. Ровно столько, сколько сержант Тактамаматов курил на улице по приказу следователя Мамбетова. 40 минут, в течение которых молодая беременная женщина кричала, молила о помощи, а за стеной сидели люди в милицейской форме и делали вид, что ничего не слышат. Как такое возможно? Как человек может слышать крики о помощи и не прийти?
Тактомаматов ответил на этот вопрос перед смертью. Страх. Страх сильнее совести. Мне сказали, если вмешаешься, пострадает твоя семья. Я поверил. Я испугался. Я предал ее. И я плачу за это каждый день, последние 35 лет. Это не оправдание, это объяснение. Объяснение того, как работала система страха в Советском Союзе. Система, где один звонок сверху превращал милиционера в соучастника убийства, врача в молчаливого свидетеля, следователя в исполнителя чужой воли. Сегодня, в 2026 году, дело Айгуль Тактасуновой официально возобновлено. Генеральная прокуратура Киргизской республики создала специальную следственную группу. Группа работает уже 4 года. Результаты скромные. Опрошено 120 свидетелей, поднято 300 томов архивных дел, проведено 15 экспертиз. Но ни одного обвиняемого. Потому что все ключевые фигуры либо мертвы, либо недосягаемы. Эрмек Садыков умер. Асанов Талант Мукашевич пропал. Болот Джумабаев скрывается. Абсамат Масалеев умер в 2014 году. Молдокул Канакбаев умер в 2007. Тактагул Мамбетов умер в 2022. Все мертвы. Все, кроме одного человека. Гульнары Садыковой, бывшей жены Эрмека, племянницы Масалиева. Ей сейчас 68 лет. Она живет в Бишкеке, работает репетитором по математике. Журналисты пытались взять у нее интервью. Она отказалась. Следователи вызывали ее на допрос. Она пришла с адвокатом и воспользовалась правом не свидетельствовать против родственников. Формально она ничего не нарушила, но все понимают, она знает. Она знает, что говорил ее муж, когда приходил домой в ту ночь. Она знает, звонил ли он дяде. Она знает, была ли это его инициатива или приказ сверху. Но она молчит. И пока она молчит, дело остается нераскрытым. Вы спросите, зачем ворошить прошлое? Зачем копаться в событиях 35-летней давности? Ведь все участники либо мертвы, либо стары. Какой смысл? Смысл в том, что система, которая убила Айгуль Тактасунову, жива до сих пор. Она изменила форму, но не суть. Сегодня в Киргизии, по данным правозащитных организаций, ежегодно регистрируется около 500 случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Из них до суда доходит меньше 10%. Остальные дела закрываются за отсутствием состава преступления или в связи со смертью потерпевшего. Звучит знакомо? Это та же система, те же методы, тот же круговая порука. И пока мы не назовем вещи своими именами, пока не скажем вслух, в 1989 году в камере милиции была убита беременная женщина, и это убийство организовали люди во власти, до тех пор эта система будет убивать снова и снова. Потому что безнаказанность порождает новые преступления, а молчание — новых жертв. Вообразите себе подвал старого здания на улице Фрунзе, где в металлических шкафах хранятся тысячи дел. Пыль лежит слоем в палец. Бумага желтеет и крошится от времени. Среди этих дел есть одно, о котором не знает почти никто. Папка с грифом «Совершенно секретно», заведенная в июле 1989 года. На обложке написано «Оперативная разработка. Объект Тактасунова А.Т.». Да, вы не ослышались. За Айгуль следили еще до того, как она пришла писать заявление в милицию. За ней следили с того самого дня, когда она отказалась делать аборт и сказала Эрмеку Садыкову: «Я рожу этого ребенка». Кто дал команду начать слежку? Кто решил, что молодая учительница представляет угрозу? И самое главное, что записано в этой папке, которую журналисты обнаружили только в 2024 году, когда один из бывших сотрудников архива МВД, выходя на пенсию, решил облегчить душу и рассказал, где искать. В папке 23 страницы машинописного текста, отчеты наружного наблюдения, записи телефонных разговоров, список контактов Айгуль, даже копии ее личных писем матери, перехваченных на почте. Кто-то очень методично собирал досье на 23-летнюю девушку, как будто она была опасным преступником или иностранным шпионом. Зачем такая тщательность? Что они искали?
Или просто готовили почву для того, чтобы в нужный момент представить ее психически неуравновешенной, склонной к суициду, неблагонадежной. В отчете от 15 июля 1989 года, подписанном оперуполномоченным особого отдела капитаном Сариевым, есть такая запись. Объект встретилась с матерью возле автовокзала. Разговор продолжался 40 минут. Объект плакала, мать пыталась успокоить. По данным агентурной сети, объект сообщила матери о беременности и намерении сохранить ребенка вопреки давлению со стороны С. Буква «С» — это Садыков. Значит, в особом отделе уже знали всю ситуацию. Знали, что Айгуль беременна. Знали, что Садыков требует аборта. Знали, что она отказывается. И продолжали наблюдать, записывать, фиксировать каждый ее шаг. Следующая запись от 23 июля. Объект посетила женскую консультацию, встала на учет по беременности. Срок — 14 недель. Врач Калыкова Т.С. выдала справку о постановке на учет. Объект выглядела спокойной, настроена на сохранение беременности. Они знали даже это. Они знали, к какому врачу она ходит, какие справки получает, что говорит на приеме. Это уже не просто слежка. Это тотальный контроль. Такой контроль устанавливали только за людьми, которых готовили к устранению. Айгуль еще не знала, что ее судьба уже решена. Она еще верила, что справедливость существует. А в подвале на улице Фрунзе уже лежала папка с ее именем. И с каждым днем она становилась все толще. Самая страшная запись в этой папке датирована 21 августа 1989 года. За день до того, как Айгуль пришла в милицию. Запись сделана от руки. Почерк неразборчивый, но экспертиза установила. Это почерк начальника особого отдела МВД Киргизской ССР полковника Эсенгула Токтаматовича Бакирова. Запись короткая, всего 3 строки. Объект представляет угрозу. Рекомендую изоляцию с последующей нейтрализацией. Согласовано с МВД Республики. Под записью стоит виза. Согласен. М.К. Инициалы министра внутренних дел Малдакула Канакбаевича Канакбаева. Это приговор. Приговор, вынесенный за день до того, как Айгуль вообще совершила какое-либо действие. Получается, они знали, что она придет в милицию писать заявление. Откуда? Кто-то из ее окружения информировал особый отдел. Кто? Соседка по общежитию? Коллега по школе? Или сам Армек Садыков, который, почувствовав, что теряет контроль над ситуацией, решил действовать на опережение и обратился к родственникам во власти? Мы не знаем. Но мы знаем одно. Когда Айгуль 22 августа в 11 часов утра поднималась по лестнице РОВД, чтобы написать заявление следователю Мамбетову, ее уже ждали. Не для того, чтобы помочь. Для того, чтобы выполнить приговор. Полковник Эсенгул Бакиров, начальник особого отдела, тот самый человек, который написал «Рекомендую нейтрализацию», умер в 2019 году в возрасте 83 лет. Он дожил до глубокой старости, получал хорошую пенсию, жил в собственном доме в престижном районе Бишкека. У него было 3 детей, 8 внуков. Соседи вспоминают его как тихого, интеллигентного старика, который любил читать газеты в саду. Никто из соседей не знал, что этот тихий старик в молодости подписывал смертные приговоры людям, чьей единственной виной было то, что они оказались неудобны для власти. Перед смертью Бакиров лежал в больнице, умирал от инсульта. К нему пришел священник. Бакиров в старости стал верующим, ходил в мечеть, молился 5 раз в день. Священник спросил: «Есть ли на твоей совести грехи, в которых ты хочешь покаяться?» Бакиров молчал долго, потом прошептал: «Я делал то, что приказывали. Я служил государству». Священник настаивал: «Но были ли среди твоих дел такие, за которые тебе стыдно?» Бакиров закрыл глаза и больше не отвечал. Он умер через 2 дня, не сказав ни слова. Его дети до сих пор не знают, что их отец причастен к убийству Айгуль Токтасуновой. Они узнали об этом только в 2024 году, когда журналисты опубликовали документы из секретной папки. Старшая дочь Бакирова, Айнура, 62 лет, учительница истории, дала комментарий: «Я не верю, что мой отец мог такое сделать.
Он был добрым человеком, любил детей, помогал соседям. Это какая-то ошибка. Но это не ошибка. Это правда. Правда о том, что добрый дедушка, который играл с внуками в саду, когда-то подписывал бумаги, которые отправляли людей на смерть. Но вернемся к той папке. Среди документов есть еще один, который проливает свет на то, что происходило в камере номер 3 в ту ночь. Это рапорт Болота Жумабаева, того самого человека в темном костюме, который вошел в камеру. Рапорт датирован 24 августа 1989 года, через день после смерти Айгуль. В рапорте Жумабаев пишет: «Во исполнение приказа начальника особого отдела от 21 августа провел беседу с объектом Тактасуновой А.Т. в изоляторе временного содержания РОВД Первомайского района. Цель беседы — выяснить, кому объект сообщил о намерении подать заявление в милицию, какие доказательства имеет, планирует ли обращаться в вышестоящие инстанции. В ходе беседы объект вела себя агрессивно, отказывалась отвечать на вопросы, кричала, требовала вызвать адвоката. Применены методы психологического воздействия. Объект сообщила, что никому не говорила о заявлении, доказательств не имеет, действовала импульсивно. После беседы объект оставлено в камере. Состояние удовлетворительное. Состояние удовлетворительное. Через 4 часа Айгуль умерла от множественных травм и кровопотери. Что такое методы психологического воздействия? Это эвфемизм. За этими словами скрывается то, что судмедэксперт Кадыров описал как множественные кровоподтёки, переломы ребер, разрыв селезенки. Жумабаев пытал ее, бил, ломал, калечил. А потом написал в рапорте «состояние удовлетворительное» и подписал. И получил премию. В его личном деле есть приказ о поощрении от сентября 1989 года. За образцовое выполнение служебных обязанностей наградить майора Жумабаева Б.К. денежной премией в размере 200 рублей. 200 рублей — это 1,5 средней зарплаты. Хорошая премия. За убийство беременной женщины. Сейчас Болот Жумабаев, если он жив, 73 года. Последний раз его видели в Алматы в 2023 году. Казахстанские правоохранительные органы получили запрос от Генеральной прокуратуры Киргизии о его розыске и экстрадиции. Запрос был отклонен с формулировкой «отсутствуют достаточные основания для экстрадиции». Почему? Потому что все доказательства, документы из секретной папки, были рассекречены с нарушением процедуры, и формально они не могут быть использованы в суде, потому что срок давности по статье «Превышение должностных полномочий» истек. Потому что Жумабаев имеет двойное гражданство — киргизское и российское, и может укрыться в России, где его точно не выдадут. Потому что система защищает своих, даже через 35 лет. Даже когда все знают, кто убийца. Система находит способ его защитить. И это самое страшное. Не то, что преступление было совершено, а то, что преступник до сих пор на свободе. Что он спокойно живет где-то, может быть, даже смотрит телевизор, читает новости о расследовании своего преступления и усмехается. Не докажет, не достанут. И я защищен. Но есть еще один человек, который знает всю правду. Человек, который был рядом с Жумабаевым в ту ночь. Человек, который помогал ему. Это водитель, который привез Жумабаева в РОВД и увез обратно. В документах особого отдела есть путевой лист служебной машины «Волга» с номером М023 КИР за 23 августа 1989 года. Водитель рядовой милиции Тактагул Асанович Амуралиев, 24 лет. Он жив. Ему сейчас 61 год. Он живет в Бишкеке, работает таксистом. Журналисты нашли его в 2025 году. Первые несколько месяцев он отказывался разговаривать, но потом согласился на встречу при условии анонимности. Он рассказал. «Я был молодой, только год в милиции. Мне сказали, поедешь с майором Жумабаевым, будешь ждать в машине, никому ни слова. Я не спрашивал, куда, зачем, я просто выполнял приказ. Мы приехали в РОВД около 2 часов ночи. Жумабаев вышел, показал какой-то пропуск дежурному, прошел внутрь. Я сидел в машине, курил. Минут через 40 он вышел.
Я запомнил, на рубашке у него было пятно. Темное пятно, на груди. Он сел в машину, закурил, сказал «поехали». Всю дорогу молчал. Я тоже молчал. Когда подъехали к зданию особого отдела, он вышел и сказал «забудь эту ночь, понял?» И я кивнул. И забыл. Вернее, пытался забыть. Но не получилось. Я до сих пор вижу это пятно на его рубашке. И я знаю, что это была кровь. Я знаю, чья это была кровь. И я ничего не сделал. Я просто сидел в машине и курил. А Муралиев плакал, рассказывая это. Он сказал: «Я не герой, я трус. Я мог тогда пойти и рассказать кому-нибудь. Мог написать анонимку в прокуратуру. Мог хотя бы попытаться. Но я испугался. Мне было 24 года, я только женился, жена была беременна. Я думал о своей семье. Я не думал о той девушке в камере, я думал только о себе. И я живу с этим 36 лет. Каждый раз, когда вижу беременную женщину на улице, я вспоминаю эту ночь. Каждый раз, когда дочь моя звонит мне и говорит «папа», я думаю, а та девушка тоже звала свою мать. И никто не пришел. И я не пришел. Я сидел в машине и курил. Это признание Амуралиева — еще одно доказательство того, что произошло в ту ночь. Но юридически оно ничего не значит. Потому что Амуралиев отказывается давать показания официально. Потому что боится. До сих пор боится. Спустя 36 лет после событий, когда все главные фигуры мертвы, он все еще боится. Боится чего? Боится, что система, которая убила Айгуль, доберется и до него. И знаете что? Он прав. Потому что эта система никуда не делась. Давайте поговорим о том, что происходило с телом Айгуль после ее смерти. Официально она умерла в 6 часов утра 23 августа в реанимации больницы номер 1. Тело было передано в морг для вскрытия. Вскрытие проводил судмедэксперт Кадыров Нурлан Абдыкалыкович. Он составил первоначальное заключение, в котором честно описал все травмы — переломы, гематомы, следы насилия. Это заключение легло на стол начальника бюро судмедэкспертизы. И через 2 дня появилось второе заключение. В нем причина смерти была изменена на механическая асфиксия в результате повешения, а все упоминания о травмах, несовместимых с самоубийством, исчезли. Кадыров отказался подписывать второе заключение. Его вызвали к начальнику, провели беседу. После беседы Кадыров подписал. А через месяц уволился из бюро судмедэкспертизы по собственному желанию. Он уехал работать в районную больницу, подальше от Фрунзе. Подальше от тех, кто заставил его предать профессиональную честь. Кадыров умер в 2018 году, но перед смертью он передал своему сыну конверт с надписью «Вскрыть после моей смерти». В конверте лежала копия первоначального заключения по делу Токтасуновой, того самого, которое он отказался подписывать. Сын передал документ журналистам. Это стало одним из ключевых доказательств того, что смерть Айгуль была убийством, а не самоубийством. Но даже после передачи тела семье история не закончилась. Бурул Токтасунова хотела похоронить дочь по мусульманскому обычаю, обмыть тело, завернуть в саван, похоронить в тот же день. Но ей не разрешили забрать тело сразу. Сказали, нужно дождаться результатов дополнительных экспертиз. Тело держали в морге 5 дней. 5 дней в августе, в жару, когда температура поднималась до 38 градусов. Когда Бурул наконец разрешили забрать дочь, тело было в таком состоянии, что опознать лицо было почти невозможно. Это было сделано специально, чтобы скрыть следы побоев, чтобы родственники не увидели, что лицо избито, чтобы не возникло лишних вопросов. Бурул все равно увидела. Она увидела синяки на шее, на руках. Она увидела, что живот дочери, там, где был ребенок, покрыт огромной гематомой. Она поняла все. Но что она могла сделать? Она была одна против системы. Система, которая убила ее дочь и теперь пыталась скрыть следы. Бурул забрала тело, увезла в родное село, похоронила и начала свою войну. Войну, которую она вела 17 лет, до самой своей смерти. Войну, которую продолжил ее сын. Войну, которая длится до сих пор. Есть еще один документ, который всплыл совсем недавно, в 2025 году.
Это личный дневник Эрмека Садыкова, который нашла его дочь, разбирая вещи отца после смерти матери. Дочь, Айжан Садыкова, 42 лет, врач-педиатр, передала дневник следователям. В дневнике есть запись от 24 августа 1989 года, на следующий день после смерти Айгуль. Садыков пишет: «Всё кончено, а больше нет. Я не хотел этого, клянусь, я не хотел. Я просто хотел, чтобы она уехала, замолчала, исчезла из моей жизни. Но дядя сказал, она опасна. Она может разрушить всю семью. Он сказал, мы решим проблему. Я не спрашивал, как. Я не хотел знать. А теперь она мертва. И я не могу спать. Вижу ее лицо, слышу ее голос. Я рожу этого ребенка. Господи, что я наделал? Что мы все наделали?» Это признание. Признание в том, что Садыков знал о планах убийства. Может быть, он не отдавал прямого приказа, но он знал. И он не остановил. Он позволил. А это делает его соучастником. Но Садыков мертв, его нельзя судить. Его нельзя наказать. Он умер в 2005 году от цирроза печени. Пил последние 15 лет жизни, не просыхая. Жена говорила, что он пил, чтобы забыть, но не получалось. Он все помнил. И это его убило. Дочь Садыкова Айжан после того, как прочитала дневник отца, дала интервью. Она сказала: «Я выросла, думая, что мой отец хороший человек. Он был заботливым, любил нас с братом, помогал маме. Но теперь я знаю правду. Мой отец — убийца. Может быть, он не держал нож в руках, но он убил. Он убил ту девушку и ее ребенка, моего брата или сестру, которых я никогда не узнаю. И я не знаю, как жить с этим знанием. Как смотреть на фотографии отца и не видеть кровь на его руках? Как объяснить своим детям, кем был их дедушка?» Айжан плакала, давая это интервью. Она сказала: «Я хочу попросить прощения у семьи Айгуль Тактасуновой. От имени моего отца, от имени всей нашей семьи. Мы не можем вернуть ей жизнь, но мы можем признать вину. И мы признаем». Это был первый и единственный случай, когда кто-то из семей виновных публично попросил прощения. Бакыт Тактасунов, брат Айгуль, принял извинения. Он сказал: «Дети не отвечают за грехи родителей. Айжан не виновата в том, что сделал ее отец. Я благодарен ей за мужество. Но прощение не отменяет преступления и не возвращает мертвых. Сегодня, спустя 37 лет после той ночи, мы знаем почти все. Мы знаем, кто отдал приказ, мы знаем, кто исполнил, мы знаем, кто покрывал. Мы знаем, как работала система убийства. Но мы не можем наказать виновных. Потому что они мертвы или недосягаемы, потому что сроки давности истекли, потому что доказательства получены с нарушениями, потому что система защищает своих. И это значит, что справедливости не будет? Нет. Справедливость — это не только наказание. Справедливость — это правда. Правда, рассказанная вслух. Правда, записанная в документах. Правда, которую знают миллионы. Айгуль Тактасунова мертва, но ее имя живет. Ее история рассказана. Ее убийцы названы. И это тоже справедливость. Может быть, не полная, но это лучше, чем молчание. Это лучше, чем забвение. Потому что пока мы помним, пока мы говорим, пока мы требуем ответов, система не может спать спокойно. Она знает, мы помним. Мы не простили, мы не забыли. А теперь вопрос к вам, кто смотрит это видео. Вы знаете кого-то, кто пострадал от произвола власти? Кто-то из ваших близких, друзей, знакомых? Вы молчите об этом или говорите? Вы боитесь или готовы бороться? Потому что каждое молчание — это победа системы. А каждый голос, поднятый против несправедливости, — это шаг к тому миру, где больше не будет Айгуль Тактасуновых. Где беременная учительница сможет прийти в милицию и получить защиту, а не смерть. Где слова «закон» и «справедливость» снова станут синонимами. Этот мир возможен,
Но только если мы будем бороться за него. Каждый день, каждым словом, каждым действием. Вы готовы? Представьте себе, что вы впервые за 37 лет решаетесь рассказать то, о чем молчали всю жизнь. Вы знаете, что эта правда может разрушить вашу семью, вашу репутацию, все, что вы строили десятилетиями. Но вы больше не можете молчать, потому что груз этой тайны стал невыносимым. Именно так чувствовала себя Роза Касымовна Алиева, бывшая секретарша следователя Мамбетова, когда в январе 2026 года согласилась дать первое интервью за все эти годы. Ей сейчас 78 лет. Она живет в Бишкеке с дочерью, страдает от диабета и проблем с сердцем. Врачи говорят, осталось немного. И Роза Касымовна решила — пора говорить. Она рассказала то, о чем не знал никто. В тот день, 22 августа 1989 года, когда Айгуль Тактасунова пришла писать заявление, Роза Касымовна сидела в приемной и все слышала. Она слышала, как Айгуль плакала, рассказывая свою историю. Она слышала, как Мамбетов успокаивал ее, обещал помочь. А потом она слышала тот телефонный звонок. Звонок, после которого все изменилось. Роза Касымовна запомнила каждое слово, которое Мамбетов произнес в трубку. «Да, товарищ подполковник, понял. Заявление не регистрируем. Но что делать с ней? Она же не успокоится». «Понял, будет сделано». После этого звонка Мамбетов вышел из кабинета другим человеком. Лицо серое, руки дрожат. Он попросил Розу Касымовну принести ему валидол. Она принесла. Он выпил таблетку, закурил и сказал тихо, почти шепотом: «Розочка, мы с тобой сегодня ничего не видели и не слышали. Никакой Тактасуновой здесь не было. Понимаешь?» Роза Касымовна кивнула. Она понимала. Она работала в милиции 23 года и знала, когда начальство говорит «не видели», значит, лучше действительно не видеть. Но она видела и запомнила. И 37 лет эта память жгла ее изнутри, как раскаленный уголь. Роза Касымовна рассказала еще одну деталь, которая объясняет многое. На следующий день после смерти Айгуль, 24 августа, в кабинет Мамбетова пришел человек. Высокий, седой, в генеральской форме МВД. Роза Касымовна не знала его в лицо, но по погонам поняла — это кто-то из республиканского руководства. Мужчина закрылся с Мамбетовым в кабинете на 20 минут. Когда он вышел, лицо у него было спокойное, даже удовлетворенное. А Мамбетов сидел за столом бледный, с потухшими глазами. Роза Касымовна принесла ему чай. Он не притронулся. Просто сидел и смотрел в окно. Потом тихо сказал: «Розочка, у меня 3 детей. Старшему 14, младший 5. Я не мог рисковать ими. Ты понимаешь?» Роза Касымовна кивнула. Она понимала. Но понимание не делало происходящее менее страшным. Мамбетов продолжал: «Мне сказали, либо ты с нами, либо против нас. Третьего не дано. Я выбрал детей. Я выбрал свою семью. Но я знаю, я буду гореть в аду за это». Роза Касымовна впервые за 37 лет рассказала об этом разговоре. Она плакала, вспоминая. Она сказала: «Токтагул Асанович был хорошим человеком. Он не был монстром. Он был обычным человеком, который попал в ситуацию, когда нужно было выбирать между совестью и семьей. Он выбрал семью. Я не знаю, правильно ли он поступил, но я понимаю, почему он так поступил. И я не могу его судить. Потому что я сама молчала 37 лет. Я тоже выбрала молчание. Я тоже виновата». Показания Розы Касымовны подтвердили то, что многие подозревали. Мамбетов действовал не по своей воле. Он был винтиком в машине, которая уже запустилась и которую он не мог остановить. Но это не снимает с него вины. Потому что в какой-то момент каждый человек делает выбор. Мамбетов выбрал подчиниться. Он мог отказаться, мог уволиться, мог поднять шум. Да, это стоило бы ему карьеры, может быть, свободы, но Айгуль Тактасунова осталась бы жива. Ее ребенок родился бы. Ее мать не умерла бы от горя. Но Мамбетов выбрал иначе. И он нес этот груз до конца жизни. В письме, которое он оставил перед смертью, он написал:
Я не прошу прощения. Я не заслуживаю прощения. Я просто хочу, чтобы правда вышла наружу. Чтобы люди знали. Система убивает не только руками палачей. Она убивает руками обычных людей, которые боятся сказать «нет». Я был одним из таких людей. И я проклинаю себя за это каждый день. Это письмо стало одним из самых сильных документов всего расследования, потому что в нем нет попыток оправдаться. Есть только признание вины и боль. Но вернемся к тому генералу, который приходил к Мамбетову 24 августа. Кто он был? Роза Касымовна не знала. Но она запомнила одну деталь. На кителе у генерала был орден Красного Знамени и медаль за отвагу. Такие награды в МВД Киргизской ССР в конце 80-х годов имели немногие. Журналисты подняли списки награжденных генералов МВД за период с 1970 по 1989 год. Нашли 8 человек, подходящих под описание. Из них к августу 1989 года в Бишкеке находились только 3. Один — сам министр Канакбаев. Второй — его первый заместитель, генерал-майор Асанкул Джумабекович Джумабеков. Третий — начальник управления кадров, генерал-майор Мирлан Тактасунович Тактасунов. Канакбаев был слишком высокопоставленным, чтобы лично ездить к районному следователю. Значит, либо Джумабеков, либо Тактасунов. Джумабеков умер в 2011 году. Тактасунов жив. Ему 86 лет. Он живет в Москве у дочери, отказывается общаться с журналистами и следователями. Российские власти отклонили запрос о его допросе, сославшись на возраст и состояние здоровья. Формально все правильно. Фактически, еще один виновный, который избежал ответственности. Но даже если мы не можем допросить Тактасунова, мы можем восстановить цепочку команд. Масалиев звонит Канакбаеву. Канакбаев дает указание Джумабекову или Тактасунову. Тот передает приказ начальнику особого отдела Бакирову. Бакиров отправляет Джумабаева. Жумабаев приезжает в РОВД, где Асанов и Мамбетов уже подготовили почву. Задержали Айгуль по ложному обвинению, изолировали в камере. Жумабаев входит в камеру. 40 минут. Айгуль умирает. Мамбетов и Асанов организуют сокрытие следов. Судмедэксперт Кадыров пишет правдивое заключение, но его заставляют переписать. Дело закрывают. Все участники получают награды или повышение. Система работает как часы. Отлаженная, безотказная машина убийства. И самое страшное — эта машина работает до сих пор. Может быть, не так открыто, может быть, более изощренно, но принцип тот же. Один звонок сверху, и человека нет. И все молчат, потому что боятся. Потому что знают, если заговоришь, следующим будешь ты. Есть еще одна линия в этой истории, о которой почти не говорят. Линия женщин. Айгуль Тактасунова была не единственной жертвой этой системы. Она была одной из сотен. По данным правозащитных организаций, в период с 1985 по 1991 год в Киргизской ССР было зарегистрировано 328 случаев насильственной смерти женщин при невыясненных обстоятельствах. Из них 214 официально закрыты как суициды. Еще 73 — как несчастные случаи. 41 дело осталось нераскрытым. Сколько из этих женщин на самом деле были убиты? Сколько из них были неудобными для кого-то из властимущих? Мы не знаем. Но мы знаем одно. Система, которая так легко убрала Айгуль Тактасунову, не остановилась на ней. Были другие. Их имена мы не знаем, их истории не рассказаны. Их дела лежат в архивах, покрытые пылью забвения. Но они были. Они жили. Они любили. Они мечтали. И их убили. Убили так же методично, так же безжалостно, так же безнаказанно. И никто не ответил за это. Никто. В 2025 году группа активисток из Бишкека создала проект «Забытые имена». Они начали собирать информацию обо всех женщинах, погибших при невыясненных обстоятельствах в период с 1985 по 2005 год. За год работы они собрали 417 имен. 417 женщин, чьи смерти вызывают вопросы.
чьи дела закрыты слишком быстро, чьи родственники до сих пор ищут правду. Активистки создали онлайн-базу данных, куда любой может внести информацию о пропавшей или погибшей родственнице. База пополняется каждый день. Сейчас в ней уже 512 имен. 512 историй, похожих на историю Айгуль Тактасуновой. Может быть, не все они были убийствами. Может быть, какие-то действительно были суицидами или несчастными случаями. Но даже если только половина из них — это убийство, то мы говорим о 256 женщинах, которые были убиты и чьи убийцы остались безнаказанными. 256. Вдумайтесь в эту цифру. Это население небольшого села. Это 2 школьных выпуска. Это чьи-то дочери, сестры, матери, жены. Они все мертвы. И никто не ответил за это. Одна из активисток проекта «Забытые имена» Айнура Садыкова, 38 лет, журналист, рассказала свою историю. Ее тетя Гульмира Садыкова исчезла в 1993 году. Ей было 26 лет, она работала бухгалтером в государственном предприятии, была замужем, воспитывала 2-летнюю дочь. Однажды вечером она вышла из дома и не вернулась. Ее тело нашли через 3 дня в лесополосе за городом. Официальная версия — изнасилование и убийство неизвестным. Дело не раскрыто до сих пор. Но семья Гульмиры знает другую версию. За неделю до исчезновения Гульмира обнаружила крупную недостачу в бухгалтерии предприятия. Она сообщила об этом директору. Директор сказал: «Забудь, это не твое дело». Гульмира не забыла. Она написала заявление в прокуратуру. Через неделю она исчезла. Совпадение? Семья не верит в совпадение. Они уверены, Гульмиру убили, чтобы она молчала. Но доказать это невозможно. Дело закрыто. Убийца не найден. Директор того предприятия давно на пенсии, живет в достатке, никто его ни о чем не спрашивает. А дочь Гульмиры выросла без матери. Ей сейчас 35 лет. Она не помнит мать. Только по фотографиям. И по рассказам бабушки, которая до сих пор плачет, вспоминая дочь. Айнура Садыкова говорит: «Я начала работать над проектом «Забытые имена», потому что поняла, моя тетя не одинока. Таких, как она, сотни. И если мы не расскажем их истории, они исчезнут навсегда. Их убийцы останутся безнаказанными, а система, которая их убила, продолжит убивать. Мы не можем этого допустить. Мы должны помнить. Мы должны говорить. Мы должны требовать справедливости. Даже если эта справедливость придёт через 30, 40, 50 лет. Даже если мы не доживём до неё. Мы должны бороться, потому что если не мы, то кто? Это слова человека, который понимает, борьба за справедливость — это не спринт, это марафон. Марафон длиною в жизнь, а может быть и в несколько жизней. Но другого пути нет, потому что молчание — это смерть. Смерть памяти, смерть правды, смерть надежды. Сейчас, в 2026 году, спустя 37 лет после гибели Айгуль Тактасуновой, ее история стала символом. Символом борьбы против системы безнаказанности. Символом того, что правда рано или поздно всплывает. Символом того, что память сильнее забвения. В Бишкеке, на улице, где когда-то жила Айгуль, активисты установили мемориальную доску. На доске написано: «Здесь жила Айгуль Тактасунова, 1966-1989. Учительница, мать нерожденного ребенка, жертва системы. Мы помним». Доску несколько раз срывали неизвестные, активисты устанавливали снова. В последний раз доску прикрутили на болты и залили бетоном. Теперь она стоит. И каждый день мимо нее проходят сотни людей. Кто-то останавливается, читает, задумывается. Кто-то проходит мимо, не замечая. Но доска стоит. И это важно. Потому что пока стоит эта доска, пока люди читают это имя, Айгуль Тактасунова жива. Жива в памяти. Жива в сердцах. Жива в борьбе за справедливость, которую ведут те, кто не забыл. Брат Айгуль, Бакыт Тактасунов, которому сейчас 58 лет, продолжает работу, начатую матерью. Его фонд «Справедливость для Айгуль» за 14 лет помог 73 семьям
добиться пересмотра дел о гибели их родственников. В 18 случаях удалось доказать, что смерть была не суицидом, а убийством. В 9 случаях виновные были найдены и осуждены. Это капля в море. Но это капля, которая дает надежду. Бакыт говорит: «Я не верю, что мы когда-нибудь накажем всех виновных в смерти моей сестры. Слишком много времени прошло. Слишком многие умерли. Но я верю, что мы можем изменить систему. Мы можем сделать так, чтобы больше не было Айгуль Тактасуновых. Чтобы женщина, которая приходит в милицию за защитой, получала защиту, а не смерть. Чтобы слова «закон» и «справедливость» снова стали синонимами. Это возможно. Но только если мы будем бороться. Каждый день. Каждым действием. Каждым словом». Бакыт посвятил этой борьбе всю свою жизнь. Он не женат, у него нет детей. Вся его жизнь — это фонд, это дела, это семьи жертв. Его спрашивают: «Не жалеешь, что отдал всю жизнь этой борьбе?» Он отвечает: «Я обещал матери. Я не могу нарушить обещание. Даже если это стоит мне всего». Прошло 37 лет с той августовской ночи. 37 лет, в течение которых мир изменился до неузнаваемости. Развалился Советский Союз. Киргизия стала независимой республикой. Сменилось несколько поколений власти. Появился интернет, социальные сети, мобильные телефоны. Мир стал другим. Но система осталась прежней. Система, в которой один звонок сверху может решить судьбу человека. Система, в которой связи важнее закона. Система, в которой молчание стоит дешевле правды. Эта система убила Айгуль Тактасунову, и она продолжает убивать. Может быть, не так открыто, может быть, более изощренно, но суть та же. Что случилось с теми, кто был причастен к смерти Айгуль? Эрмек Садыков умер в 2005 году от цирроза печени, спившись от чувства вины. Его жена Гульнара умерла в 2024 году от рака. Их дочь Айжан живет в Бишкеке, работает врачом, воспитывает двоих детей и пытается искупить вину отца, помогая фонду Бакыта Тактасунова. Абсамат Масалиев, первый секретарь обкома, дядя Эрмека, умер в 2014 году в возрасте 84 лет. Он дожил до глубокой старости, получал высокую пенсию, его хоронили с почестями. В некрологах писали о его заслугах перед республикой. Ни слова о том, что именно его звонок запустил машину убийства. Малдокул Канакбаев, министр внутренних дел, умер в 2007 году. Его именем названа одна из улиц Бишкека. На этой улице стоит его бюст. Люди проходят мимо, не зная, что этот человек подписал приговор беременной учительнице. Исемгул Бакиров, начальник особого отдела, умер в 2019 году. Его похоронили на престижном кладбище, на похороны пришли сотни людей. Никто из них не знал, что покойный был организатором убийства. Тактагул Мамбетов, следователь, умер в 2022 году, оставив письмо с признанием. Его вдова передала это письмо журналистам, и оно стало ключевым доказательством. Асанов Талант Мукашевич, заместитель начальника РОВД, исчез в 2010 году. Последний раз его видели в Москве. Возможно, он жив, возможно, нет. Никто не знает. Кубанычбек Токтомаматов, дежурный сержант, умер в 2023 году от рака легких, успев дать признательные показания перед смертью. Балот Жумабаев, исполнитель убийства, скрывается. Его местонахождение неизвестно. Международный ордер на его арест выпущен, но шансов найти его мало. Он либо мертв, либо живет под чужим именем где-то в России или Казахстане. Из всех участников той ночи в живых остались единицы. Роза Касымовна Алиева, секретарша Мамбетова, 78 лет, живет в Бишкеке. Дала показания в 2026 году. Нургуль Джумабаева, врач реанимации, 68 лет, тоже дала показания. Тактагул Амуралиев, водитель, 61 года, дал анонимное интервью, но отказывается свидетельствовать официально. Мирлан Тактасунов, генерал МВД, 86 лет, живет в Москве, отказывается от контактов. Гульнара Садыкова. Впрочем, она умерла в 2024 году.
Все остальные мертвы. Мертвы или скрываются. И это значит, что полного правосудия не будет. Никогда. Потому что нельзя судить мертвых. Нельзя наказать тех, кого нет. Но есть другая справедливость. Справедливость памяти. Справедливость правды. Сегодня вся страна знает имя Айгуль Тактасуновой. Знает, как она жила, как любила, как мечтала. Знает, как ее предали, как убили, как пытались стереть из памяти. Но не стерли, не смогли. Потому что нашлись люди, которые не забыли. Мать, которая боролась до последнего вздоха. Брат, который продолжил ее дело. Журналисты, которые подняли архивы. Свидетели, которые решились говорить. Активисты, которые установили мемориальную доску. Все эти люди вместе сделали невозможное. Они вернули Айгуль из забвения. Они сделали так, что ее имя произносят вслух, что ее историю рассказывают, что ее помнят. И это важно, потому что пока мы помним жертв, система не может спать спокойно. Она знает, мы помним. Мы не простили, мы не забыли. И мы будем бороться за каждое имя, за каждую историю, за каждую жизнь, которую система попыталась стереть. Мы будем бороться, пока не изменим эту систему, пока не сделаем так, чтобы больше не было Айгуль Тактасуновых, чтобы женщина могла прийти в милицию и получить защиту, чтобы беременная учительница могла родить ребенка, не боясь, что ее убьют за это, чтобы слова «закон» и «справедливость» снова стали синонимами. Это возможно? Да. Это легко? Нет. Это быстро? Нет. Но это необходимо. Потому что альтернатива — это молчание. А молчание убивает. Убивает память. Убивает правду. Убивает надежду. И мы не можем этого допустить. Остается один вопрос, на который нет ответа. Вопрос, который мучает всех, кто знает эту историю. Что чувствовала Айгуль в ту последнюю ночь? О чем она думала, сидя в камере, ожидая помощи, которая не придет? Звала ли она мать? Молилась ли? Плакала ли? Или она до последней минуты верила, что справедливость существует, что закон защитит ее, что кто-то придет и спасет? Мы не знаем. Мы никогда не узнаем, потому что Айгуль мертва. И она не может рассказать свою историю. За нее рассказываем мы. Мы, живые. Мы, которые не забыли. Мы, которые не простили. Мы, которые будем бороться, пока система не изменится. И последнее. Если вы смотрите это видео, если вы дошли до конца, если вы узнали историю Айгуль Тактасуновой, не молчите. Расскажите об этом. Поделитесь этим видео, напишите комментарий. Напишите, из какого вы города, помните ли вы эту историю, знаете ли вы похожие истории. Потому что каждый комментарий, каждый просмотр, каждый репост — это удар по системе молчания. Это шаг к тому, чтобы больше не было забыто.